Увертюра «Алга Республика», она написана именно в тренде, именно в том, что я чувствую, что республика поступательно идет вперед. Поэтому я вот с удовольствием это писал. Даниил Хасаншин. Концерт для фортепиано с оркестром. Солистка, лауреат республиканских, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Мария Трубникова. Дирижер Азамат Хасаншин.
Сегодня уже третий вечер из цикла концертного большого посвящения фестивальной программы. Все ведущие композиторы Башкортостана, вершившие в разную эпоху славу музыкальной культуры нашей республики, сегодня на этой сцене получат посвящение. Это очень серьезный труд. На чье творчество вы хотели бы обратить внимание? И вкратце о концепции всей фестивальной программы. Ну, прежде всего, мы впервые делаем такой концерт. У нас в рамках фестиваля 7 концертов намечено. Конечно, это большая благодарность инициативе Национального симфонического оркестра Артура Назиуллина и Союза композиторов Республики Башкортостан. В нашем концерте прозвучат сочинения более старшего поколения. И сегодня я не могу отметить одного, двух, нескольких композиторов, потому что все талантливые. Все талантливые, каждый пишет свое, как вот со своим почерком, со своей школой. И самое главное, что Союз композиторов, он действующий, они очень все много работают и ежегодно представляют новые сочинения. В 2016 году композитор Рим Хасанов написал 3 симфонические пьесы. По словам композитора, любовь к вальсу у него с детства. А сегодня в архиве автора более 100 вальсов, которые известны и любимы слушателями. Рим Хасанов. 2 симфонические пьесы. Не получается разлюбить, улетим в вальсе. Дирижер Камиль Абдулов. Рим Махмутович,
о музыке вами любимой. Чье творчество вам близко? Кого вы любите напевать? Чью музыку вы любите? Инструментальную музыку я очень-очень обожаю. Это Лейла Исмагилова, Рашид Зиганов. Ну, затем можно еще Рустема Сабитова назвать, да? Ну, в принципе, пишут все хорошо. Например, прекрасный кларнетовый концерт Рафаэла Касимова. А песни я люблю напевать Тагира Каримова, затем Талгата Шарипова. Ну, просто обожаю там Именнар Шаулай, вот, Ихтиалек Тагира Каримова. На гитаре играю, инструментовал специально на гитаре. Ну, это обогащает, потому что вот в народном, как войдешь в народное, да, они же вот чисто народные писали, такое наша пентатоника родная. И когда вот в нее входишь, то ты уже вот ощущаешь себя в каком-то родном таком вот, в родной кубышке, и оно все равно передается, когда ты что-то новое сочиняешь. Поэтому вот когда в Австралии, там же англичане, мне Рон Роджерс говорил, откуда у тебя вот какая-то изюминка? Идет европейская тема, раз, и изюминка. Я говорю, а потому что мы потому что из России, говорю. Там есть народы, башкиры и татары. И вот это вот привносит изюминку. Рустем Сабитов. Триптих для симфонического оркестра «Синема», опус 41, премьера.
симфонический оркестр на сегодняшний день – это замечательный вообще состав, очень хороший дирижер. Вот Камиль Абдуллин сегодня дирижирует, очень прекрасный музыкант. Он сам начинал как композитор, прекрасно слышит вообще, и он растущий музыкант. И великолепно чувствует национальную вообще музыку, великолепно чувствует вообще сочинение всех авторов. Вот сейчас, по-моему, это вообще расцвет. И я думаю, что в ближайшие годы еще дальше будет подниматься уровень вообще оркестра, мастерство оркестра. Это же оркестр, который звучал не только у нас в республике, они не только за пределами в России звучали, но и за рубежом звучали. Их можно вывозить куда угодно. Когда мы проводили в прошлом году международный фестиваль современной музыки, вообще те музыканты, крупные музыканты, очень ведущие музыканты разных стран, они были удивлены нашими коллективами. То есть они были удивлены оркестром симфоническим, хоровой капеллы, нашим театром. Вы знаете, мы иногда, живя здесь, понимаете, даже как-то забываем, что не только успокоенно смотрим вообще на те коллективы, которым нас окружают, а вообще, если сравнить с другими коллективами в стране, это очень крупные музыканты на сегодняшний день.
маэстро Кубагушев. Это счастье для нашего народа, для нашей песни, для нашей музыки, когда мы человека и выдающегося композитора знаем при жизни, любим его песни, любим его творчество. Вы один из таких счастливчиков, потому что вы осчастливили нас. И сегодня, чествуя вас на одном из концертов, посвященном творчеству башкирских композиторов, как говорят, уже более старшего поколения, к этой плеяде вы тоже выдающиеся относитесь, я хотела бы с вами поговорить в том числе о ваших любимых композиторах. На какой музыке вы сами росли? Кто ваши учителя? На кого вы равнялись? И для кого вы творили? Отрадно, что возобновляются вот те традиции, которые мы давно уже забыли. То есть начали забывать. Хочу отметить эту работу нашего председателя Союза композиторов Лейлы Исмаиловой. Она ведет хорошую работу, такую плодотворную, активную работу. А то, что музыка, кому равняться, есть у нас кому равняться. У нас есть народная музыка, это во-первых. Есть у нас классики, это Загир Исмагилов, Хусейн Ахметов и другие. Мы сейчас уже, конечно, не молодые, есть нам кому равняться. И я думаю, молодым тоже есть кому равняться. И об этом забывать не надо. Наш учитель Загир Гарипович всегда об этом говорил. Помните, вы никогда не забывайте свой народ. У русского есть великий Чайковский. Пишите башкирскую музыку. И мы об этом стараемся. Вот, завещание нашего великого педагога. Дамы и господа, второе отделение программы открывает поэма «Фантазия для Курая» симфонического оркестра композитора Айрата Кубабушева, посвященная исторической дате 200-летию Победы в войне 1812 года. Айрат Кубабушев. Поэма «Фантазия» для Курая и симфонического оркестра. На сцене Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан, дирижер Камиль Абдулин, соло на Курае, лауреат международных и республиканских конкурсов Мурат Джанизаров.
Напев озера Кандрыкуль для симфонического оркестра был написан композитором Рафаилом Касимовым в начале этого года под впечатлением путешествия в места, где расположено красивейшее озеро нашей республики. Рафаил Касимов. Напев озера Кандрыкуль. Премьера. Произведение, которое сегодня представляет композитор Айсылу Сальманова, родилось после паломничества в священное место Аркаим. Особое впечатление на композитора произвела долина камней, место, куда стремятся люди в поисках духовного совершенства. По словам автора, камни вызывают у людей благоговейный трепет, придают человеку жизненную энергию, силу и стойкость. Об этом новое произведение Айсылу Сальмановой. Айсылу Сальманова. Симфоническая картина «Долина камней». Паркаим.
член Союза композиторов СССР, БАССР, заслуженный деятель искусств России, Башкортостана, народная артистка Республики Башкортостан, лауреат премии имени Мифтахиддина Атмуллы Рамиля Гарипова, дипломант конкурса «Хрустальный соловей», обладатель ордена Салавата Юлаева, композитор Роза Сахауддинова, слова Гульшат Зайнашевой. «Тайная любовь», солист, лауреат международных и республиканских конкурсов Ратмир Хасанов. Bilmisiz mi birovni yaşırın süyer yok bilmegiz başarıları kim turunda tike pışılta padın ismen kabatlıyım yıldızlarga karab senger tan nurunda Akabetni ul şerşin ul şevler yok kemul şeker yaşırın suyun azapların üzepelemez emin ismin haman songo sulaşıma kadar kabatlarman üzelemez emin olun ismin haman son kozulaşıma kadar kabatlarman
сегодня композиторам Башкортостана уделили внимание. Некоторые, к сожалению, уже ушедшие от нас, и Айрат Каримов, и Мурат Ахметов, и Салават Низамуддинов. А вашей любимой музыке кого вы любите слушать? Я очень хорошо дружил и с Салаватом. Мы музыку друг друга исполняли с удовольствием. И очень трепетно и с уважением относился к Айрату Каримову. К Мураду Ахметову относился как к грамотнейшему человеку и как старшему товарищу, которому можно было многому поучиться. Поэтому сегодня мне их очень не хватает. Именно на этом концерте, где у нас все-таки мы празднуем юбилей нашей любимой республики. В 1997 году в честь пятилетия Национального симфонического оркестра нашей республики композитор Салават Низамеддинов захотел сделать подарок любимому коллективу. Так появилась симфоническая пьеса «Виват оркестр».
Сегодняшний вечер уделили творениям композиторов более взрослого поколения. Среди них, к сожалению, есть уже безвременно ушедший Мурат Ахметов и Салават Низамуддинов. Салават Низамуддинов. Ну, вы знаете, это одни из самых талантливых наших композиторов. Почему мы включили вообще программу? Это, во-первых, они замечательные симфонисты, великолепная у них музыка, очень душевная, очень темпераментная, очень яркая музыка. И, конечно, мы стараемся не забывать наших ушедших композиторов, но это ведь композиторы совсем недавно ушедшие от нас. Многие годы другом оркестра был и композитор Мурат Ахметов. Сегодня в рамках фестиваля звучат лучшие страницы его наследия. Мурат Ахметов, Урал и Шульген из балета «Урал-Батыр». У нас очень дружный коллектив, и мы очень рады, что на сегодняшний день наш союз, один из крупных союзов в России, очень славится своими музыкантами. И нас с удовольствием ждут и за пределами республики, и в России, и даже за рубежом. Сегодня композитор Лейла Исмагилова представляет вторую редакцию балета «Аркаим». Лейла Исмагилова,
вообще фестиваль. Это фестиваль 7 концертов, посвященный столетию нашей республики Цвети, моя республика. Огромное спасибо всем тем, кто пришел на наши концерты. И надеемся, что у нас еще будет с вами встреча. Спасибо вам огромное, спасибо всему оркестру. Еще раз огромное